Доброе утро, Республика. Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров. И Виктория. Что-то на четверга ты набрал. Там Тосова, что-то я задумался, да. Ну, кстати, надо сказать, что Руслан не единственный, кто постоянно то Викой назовут, то Никой назовут, видимо, как-то сочетается. Ну да ладно, главное, чтобы вы с утра помнили, как вас зовут. Ну а чтобы знать, какие последние новости, напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, QR-код вы видите на экранах. Подписывайтесь, переходите и будьте в курсе последних новостей, хорошего настроения. Ну и, конечно, получайте наши пламенные приветы. Надеюсь, вчера все привет и пожелания доброго дня от нас получили. Да, давайте узнаем, какая погода за окном, потому что это самая актуальная информация, которая нужна перед выходом на работу. Давайте узнаем. Итак, в центральных районах сегодня 35-29 ниже 0, в Заречной группе минус 35, минус 26 градусов южных, 35-27 со знаком минус, в Вилюйской группе 42-36 градусов холода, в Нижнеленских минус 40, минус 33, в Западных 41-33 градуса мороза, в Колымо-Индигирской группе Улусов 29-19 ниже 0, в Янских минус 36, минус 22 градуса. На северо-западе 45-32 градуса мороза. В столице в 6 часов утра температура воздуха составила минус 34 градуса. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 1 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер также западный от 1 до 2 метров в секунду. Температура в Якутске днем составит минус 29, минус 28 градусов. Ну, а в китайском городе Цаочжуань из-за продолжительных морозов образовался ледяной водопад. Стекавшая по скалам вода застыла, создав живописные ледяные образования. Для безопасности посетителей территория оборудована защитными ограждениями, а в будущем планируется развитие экологичной инфраструктуры. Но вообще, в целом, когда смотришь на эти кадры, мне вот почему-то сразу вот устье реки Синяя как-то напоминает. Ну, мне кажется, у нас таких мест очень много. Да, Для ну них, наверное, это какая-то редкость, а вот так вот посмотреть, я думаю, мест в Якутии такого рода найдется много. Да. И на каждом делать туристическую зону просто не представляется возможным. Поэтому путешествуйте по родной республике и вообще делитесь с нами, кстати, кадрами, вот такими природными. Сейчас весна, уже можно производить съемки. Это здорово. Будем рады получить. Я думаю, вот примерно такая картина, замерзшие водопады у нас, наверное, появится весной, да? То есть, когда... Да. Уже подтает что-то, подтает снег. Ну, вообще мы еще раз напоминаем, что мы всегда рады, если вы делитесь с нами короткими рилсами, да, короткими какими-то сюжетами, просто фотографиями. Поэтому отправляйте, обязательно самые интересные мы покажем в эфире. Ну а продолжая тему льда, в Преамурье активно развивается фигурное катание. Один из самых красивых и зрелищных зимних видов спорта. Долгое время это направление находилось в тени хоккея, однако несколько лет назад ситуация начала меняться. Теперь в разных населенных пунктах открываются секции, приобщая детей и взрослых к миру льда, где каждый элемент – это вызов себе и шаг к мастерству. Пионером фигурного катания в Амурской области можно считать город Свободный. Занятия проходят в спортивном клубе «Союз». Здесь есть круглогодичный каток. Секцию фигурного катания посещают более 60 юных спортсменок. Многие из них регулярно принимают участие в региональных соревнованиях и часто возвращаются с наградами. Уникальный для нашего региона спортивный объект вот уже 9 лет работает в поселке Новобурейском. С первых дней открытия комплекса «Снежная королева» его руководство поставило перед собой задачу развивать не только хоккей, но и фигурное катание. На ледовой арене из малышей, впервые вставших на коньки, выращивают спортсменов, которые задают новую высокую планку фигурного катания в Амурской области. Здесь не просто учат кататься, здесь воспитывают чемпионов, чьи успехи измеряются как медалями, так и не столь частыми для нашего региона спортивными достижениями. 47 завоеванных медалей на различных соревнованиях и 20 выполненных спортивных разрядов от юношеских до взрослых. Всего же здесь сегодня тренируются около 50 спортсменов. Наша секция фигурного катания не только готовит чемпионов, но и сама, в принципе, принимает лучших фигуристов со всего Дальнего Востока. Ежегодные наши соревнования на ледовой арене «Снежная королева» стали уже заметным таким и ожидаемым событием в спортивном календаре
дворе региона. Основа выдающихся результатов новобурейских фигуристов, в том числе и сильный тренерский состав. 3 мастера спорта из Омска, города с богатейшими традициями фигурного катания, прививают своим воспитанникам не просто технику, а чемпионское мышление и дисциплину. Параллельно с подготовкой спортивного резерва «Снежная королева» остается центром притяжения для всех жителей поселка. Любительские группы позволяют детям и взрослым приобщиться к красоте фигурного катания, укрепить здоровье и найти активное хобби. В Благовещенске сегодня действуют несколько секций, где юных амурчан обучают фигурному катанию. Помимо этого, 5 лет назад в городе создали ледовый театр танца, со временем преобразованный в спортивный балет на льду Амурской области. Произошло это 2 года назад, 15 января 2024, когда отмечался Международный день фигурного катания. Коллектив сегодня тренируется на 2 площадках – на крытом катке одного из развлекательных центров Благовещенска и на новой ледовой арене «Гагарин-лед». Через оттяжку. Понятно? Набираем ход шире. Шире набираем, вон в ту часть выходим. И вон туда. Перебежка, скоба, одинарный аксель. Все понятно? Поехали. Работают по нескольким направлениям – спортивный балет на льду, соло, дуэты и танцевальные группы. Помимо тренеров, с детьми занимается хореограф-постановщик. Коллектив внесен в реестр команд по спортивному балету на льду. Юные фигуристы регулярно участвуют в соревнованиях различных уровней. Буквально через месяц будет у нас первенство города Благовещенска по фигурному катанию проходить. Также у нас соревнования запланированы в Южно-Сахалинске, в Хабаровске, первенство Приморского края в городе Уссурийск. Сезон идет в самом разгаре, и еще порядка 5-6 стартов до конца сезона есть. Так что идет подготовка для одиночного фигурного катания постоянно. По словам наставников-фигуристов, потенциал амурских детей ничуть не меньше, чем у их ровесников с запада страны. Однако настоящее будущее у фигурного катания в Преамурье появится, когда в области будет создана спортивная федерация. К тому же сегодня активно развивается международное сотрудничество с китайскими спортсменами. Впереди у нас очень знаковое мероприятие. Это фестиваль зимних видов спорта на пограничной реке Амур, российско-китайский. Конечно, очень ценно то, что нам доверили вновь, уже в 4-й раз принять участие, и мы уже приступили к данной работе. Сегодня в Преамурье функционируют 7 крытых катков с искусственным льдом, 3 из них в Благовещенске. Также площадки для желающих освоить навыки фигурного катания есть в Новобурейском, Свободном, Райчихинске и Тынде. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Соцвыплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны проиндексируют с 1 февраля. Повышение происходит автоматически и не требует от граждан подачи заявлений. Так, с февраля ежемесячная выплата инвалидам первой группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников Великой Отечественной, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей. Рост коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов. Регулярная индексация социальных выплат представляет собой важный элемент политики государства, направленной на повышение уровня жизни и социальной защищенности тех россиян, которым в силу разных обстоятельств требуется особая поддержка. Глава республики провел совещание по развитию региональной системы образования. В центре обсуждения итоги 2025 года, нерешенные задачи и планы на год предстоящий. От состояния системы образования напрямую зависит качество жизни людей, конкурентоспособность экономики и благополучие республики, подчеркнул Айсен Николаев. Во время совещания наметили планы на 2026. Особое внимание уделили воспитательной работе в рамках Года единства народов России, Года культуры в Якутии. Проблему аварийных зданий, школ, детских садов, особенно в сельской местности, остается на контроле. Глава республики потребовал исключить формальный подход и обеспечить равные возможности для детей по всей территории региона. В Якутске спасли сердца 2 младенцев. В республиканской больнице номер 1 успешно прооперировали 2 малышей в возрасте 4 и 5 месяцев с тяжелым врожденным пороком сердца тетрадой Фалло. Для проведения операции в Якутск был приглашен главный детский сердечно-сосудистый хирург Сибирского федерального округа Павел Теплов. Визит эксперта прошел в формате мастер-класса, который включал не только хирургическое лечение, но и методическую помощь якутским врачам по ведению таких пациентов. На сегодняшний день в республике около 80 детей ежегодно
получают подобную помощь. Всего на диспансерном учете с врожденными пороками сердца состоят 2500 детей. Я у вас не в первый раз, я у вас уже был. В прошлый раз мы спокойно сделали 2 операции, то есть без каких-либо осложнений. В принципе, да, все соответствует тому, чтобы эти операции выполнять и делать. Методика, скажем так, она классическая для традефало, но маленечко модернизирована под современные реалии. То есть мы стараемся не сильно вмешиваться в одном тракте права желудочка, скажем, более щадяще оставлять массу миокарда для того, чтобы сердце работало. Но в обоих случаях мы уже посмотрели эхо, шанс на выполнение радикальной коррекции очень-очень высокий. В смарт-библиотеке Якутска начали тестировать робота-помощника, созданного в первую очередь для детей и подростков. Робот помогает посетителям ориентироваться в библиотеке, рассказывает о книжных новинках и мероприятиях. Сейчас он работает в тестовом режиме. Функционал системы настраивается и постепенно расширяется. В День родного языка и письменности, который отмечается 13 февраля, бот заговорит на якутском языке. Отмечу, что в Год культуры в Якутии робота-библиотекаря уже называют примером того, как современные технологии могут дополнять традиционную библиотеку, сохраняя интерес к чтению и родному языку. Наша библиотека является самой первой и передовой не только у нас в Якутии, но и по всему Дальнему Востоку, которая впервые запустила RFID-технологии именно в библиотеках. И по этим технологиям у нас появился Белла-бот, который станет не только помощником и библиотекарем, но и целым проводником по всей библиотеке, который будет рассказывать и показывать, где находятся самые нужные отделы. Например, абонемент, читальный зал, либо детский сектор. Продолжая тему чтения книг, хочется заметить, что чтение улучшает память, тренирует мозг на запоминание информации, развивает внимание и концентрацию, в процессе стимулируется развитие связи между нейронами. Как следствие, читающие люди могут лучше запоминать и воспроизводить информацию. Это один из фактов о пользе чтения. Наши коллеги из города Мирного обратились к горожанам с вопросом, любят ли они читать книги. Бумажные и электронные, классика и современная литература, зарубежные авторы и отечественные. Выбор для чтения велик. Но любят ли мирницы читать и какие книги им по душе? Сегодня мы узнаем ответ на этот вопрос. Конечно, я 40 лет в библиотеке, снимаете, 40 лет читаю в библиотеке книги, поселок Чернышевский. Да, очень редко. Редко? А почему? Наверное, времени нет, работаем допоздна. Не совсем. А почему? Не знаю, с детства разонравилось. Нету фантазии какой-то своей собственной, наверное. Не знаю. Конечно, я учитель русского языка и литературы по образованию. Все как здорово. А какая ваша любимая книга? Ой, ну у меня, знаете, в основном из старого, из классики, из русской, из зарубежной. А современное чтиво, оно, были Улицкая, были вот такие вот. Но в основном люблю больше классику, конечно. Честно? Гарри Поттер. Все. Мне больше исторически нравились. Раньше я Гелеровского много читал, наверное, всего перечитал. Лескова читал, такие вот литературу. А сейчас... В подростковом возрасте, естественно, Конан Дойл, Вальтер Скотт, там все приключенческое, само собой. Моя любимая книга Анна Каренина, сага о форсайтах и... все, наверное. Из крайних прочитанных это Астафьев «Царь рыба». Вы сейчас мне не поверите, но очень люблю Бунина. Очень люблю Бунина, люблю его перечитывать. Ходите в нашу городскую библиотеку? Да, с ребенком. Только с ребенком. Какие книги берете? Детские? Да, детские, литературу. Я записан в библиотеку в нашу. Когда последний раз были? Давно, скажу честно. Я сейчас в городе Мирном проездом, поэтому очень давно был. Да, вообще-то я там записан. И последнее, что я там брал, это Моор. Был такой, он путешествовал здесь по Якутии, там в 19 веке, или когда он был. Вот его читал, да. Предпочитаете больше бумажный вариант или электронный? Бумажный. Бумажный. Электронный как-то. Бумажный лучше. В руках подержишь, странички полистаешь. Только печатный. Только печатный, я поэтому хожу в библиотеку. Я такой человек, который должен осязать руками, перелистывать, возвращаться. Перелистывать не в смысле экран, а вот перелистывать страницы в первоначальном смысле этого слова. Печатный. А почему? Они так ближе к сердцу.
И всем советую. Конечно, печатный. Вы почему? посмотрите на мой возраст. Я из того поколения, которое любит перелистывать страницы. Как оказалось, не все мирницы любят читать. У кого-то не хватает времени, кому-то не хватает фантазии, а кто-то читает, но редко. Зато читающие мирницы записаны в городскую библиотеку и предпочитают печатную версию книги. Юлия Подкорытова, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». Мы убеждены, что чтение книг очень полезно. Но с утра почитать, конечно, некогда. Но также полезно с утра утренняя разминка. Зарядка помогает быстрее усваивать материал, легче переключаться между задачами и демонстрировать более высокую устойчивость к умственной усталости. Всем доброе утро. Сегодня наша зарядка будет с утяжелителями. Если у вас нет гантелек, вы можете взять бутылочки с водой или просто делать эту зарядку без инвентаря. Первое упражнение у нас будет подъем рук в стороны. Итак, поехали. Коленки у нас немножко согнуты, ручки разводим в стороны. Локти чуть-чуть присогнуты. Высоко руки не поднимаем. У нас должны быть руки по диагонали. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Также повторяем это упражнение 10-15 повторений. При этом мы обязательно дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и последнее. Отлично. Следующее упражнение у нас будет подъем рук на бицепс. Мы сгибаем ручки в локтях. Также выполняем это упражнение 15-20 повторений. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обязательно ручки напрягаем, чтобы мы почувствовали свои бицепсы. Улыбаемся, поднимаем себе настроение. Следующее упражнение у нас будет поочередно подъем рук вверх. Итак, мы ручки поднимаем по диагонали. Также выполняем 15-20 повторений. Продолжаем дышать и улыбаться. Итак, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и последний. Отлично. Ножки встряхнули, плечиками покрутили. Следующее упражнение у нас будет поворот рук в сторону. Немножечко поворачиваем корпус и тянемся за рукой. Также выполняем 15-20 повторений. Обязательно не забываем правильно дышать. Мы делаем вдох, выдох. Отлично. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Отлично. И последнее упражнение у нас будет. Мы руками бьем вниз, как будто бы сверху вниз мы хотим на что-то надавить. И при этом поднимаем наши пяточки. Также выполняем это упражнение 15-20 раз. Обязательно дышим. Напоминаю, дыхание – это очень важно. Каждый выполняет это упражнение в своем темпе. Кто-то может побыстрее, кто-то может помедленнее. Кому как нравится. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Итак, наша зарядка подошла к концу. Всем прекрасного настроения. До следующего эфира. В китайском городе Цигун в провинции Сычуань открылся международный фестиваль фонарей, приуроченный к приближающемуся празднованию Нового года по лунному календарю, который в этом году будет символизировать красная огненная лошадь.
Территория фестиваля наполнилась многочисленными световыми композициями и арт-объектами, которые производят сильное впечатление на посетителей своей масштабностью, художественным мастерством и создаваемой праздничной атмосферой. Этот фестиваль является ежегодным событием с глубокими историческими корнями, восходящими ко временам династии Тан. Его культурная ценность официально признана на государственном уровне. В 2008 году он был включен в список национального нематериального культурного наследия Китая. Китайский Новый год, к которому приурочено мероприятие, является одним из важнейших праздников в стране. Подготовка к нему начинается за неделю, а само празднование может длиться более 2 недель. Да, поистине очень красочный и масштабный фестиваль. Традиция отмечать китайский Новый год насчитывает около 3500 лет. В Китае подготовка к празднику начинается задолго до его наступления. Например, за несколько дней до праздника проводится генеральная уборка. Из дома выметают неудачи старого года. В этом году Восточный Новый год выпадает на 17 февраля. До него еще более полмесяца. А какие важные события связаны с сегодняшним днем, 29 января, узнаем прямо сейчас. На календаре 29 января. По народному календарю Петр – полукорм. В этот день было принято оценивать, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить. Существовали и приметы на погоду. Если в этот день ветер дует с северной стороны, быть морозу. В то же время мороз в Петров день – предвестник летней жары. Этот день в истории. В 1616 году открыт мыс Горн, крайняя южная точка архипелага Огненная земля. В 1833 году организована первая в России городская почтовая сеть. В 1856 году учреждена высшая военная награда Великобритании «Крест Виктории». 1886 год – день рождения автомобиля. Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль. В 1908 году учрежден первый российский аэроклуб. В 1964 году открылись 9-е зимние Олимпийские игры в Инсбруке, Австрия. В 1964 году санный спорт. На Олимпийских играх впервые состоялись соревнования по санному спорту. В этот день родились в 1688 году Эммануил Сведенборг, шведский ученый, философ и теолог. В 1843 году родился Уильям МакКинли, 25-й президент США с 1897 по 1901 года, американский государственный деятель. В 1860 году родился Антон Чехов, русский писатель и драматург. В 1866 году Ромен Ролан, французский писатель, нобелевский лауреат. В 1888 году родился Александр Чайнов, советский экономист, социолог, социальный антрополог. В 1954 году Опра Уинфри, американская телеведущая, общественный деятель, актриса и продюсер. В 1970 году родился Дмитрий Маликов, советский и российский композитор, певец, продюсер, народный артист России. Именины сегодня отмечают Иван, Максим, Неонила, Петр. 10 лет – это целая эпоха для любой структуры, особенно если она каждый день отвечает за наше спокойствие. Росгвардия в Якутии – это люди, которые несут службу в 50-градусные морозы, охраняют объекты за тысячи километров от столицы и делают это в условиях, о которых многие из нас знают лишь понаслышке. Как устроена эта работа изнутри? Кто выбирает такую службу и с чем они сталкиваются? Поговорим об этом с Анной Кузнецовой. Анна – старший лейтенант полиции и специалист отдела кадров Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. В этом году Росгвардия отмечает 10 лет со дня создания. Почему эта дата важна для ведомства и для страны в целом? Да, действительно, в этом году для Росгвардии важные даты. Это 10 лет со дня создания ведомства и 215 лет со дня формирования войск правопорядка. Росгвардия — это государственная военная организация, предназначенная для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. И, безусловно, Росгвардия является важным звеном правопорядка. Какие основные задачи сегодня выполняет Росгвардия и какую роль в этом играет вневедомственная охрана? У Росгвардии немало задач, что в очередной раз подтверждает важность. Это и
участие в охране общественного порядка, участие в государственной территориальной обороне Российской Федерации, это участие в борьбе с терроризмом, экстремизмом, это государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, в области частной охранной деятельности, частной детективной деятельности. Это охрана важных объектов государства, объектов, подлежащих обязательной охране, имущества физических и юридических лиц. Росгвардия же, являясь структурой, входящей в структуру Росгвардии, выполняет свои задачи, основываясь уже на свои функции, основываясь на задаче Росгвардии. Это прежде всего охрана общественного порядка, общественной безопасности, это охрана объектов по всей республике. У нас находится под охраной от государственных объектов до частных домов, квартир, личного имущества граждан. Сотрудники вневедомственной охраны участвуют в пресечении преступлений, правонарушений, участвуют в раскрытии преступлений и оказывают содействие другим правоохранительным органам в борьбе с преступностью. А с какими особенностями приходится сталкиваться сотрудникам при несении службы в условиях нашего региона? В каждом регионе, безусловно, свои особенности. И все же по праву в Якутии самые сложные условия прохождения службы. В наших климатических условиях, в наших морозах сотрудники продолжают нести службу. Особенно приходится нелегко тем, кто несет службу на улицах, на маршрутах патрулирования. При таких низких температурах, при туманах сотрудникам необходимо быстро ориентироваться в изменяющейся обстановке, хорошо знать маршруты патрулирования и прибывать на объекты по сигналу тревоги в наикратчайшее время. Ну а кто может поступить на службу в Росгвардию? Какие требования? Вообще Росгвардия военная организация. Вместе с тем службы проходят как военнослужащие, так и сотрудники в звании полиции. На службу могут поступить граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет по состоянию здоровья, годные к прохождению службы, имеющие образование не ниже среднего, специального. И также у Росгвардии имеются свои институты военные в 4 городах: Новосибирск, Санкт-Петербург, Пермь и Саратов. Молодые люди могут поступить в институт и также пополнить ряды Росгвардии. Вообще служба в Росгвардии нелегкая, и поэтому сотрудникам необходимо быть готовым физически, так и морально. И иметь такие качества, как дисциплинированность, быть сильными духом, потому что все-таки даже выезжая на объекты, сотрудники вневедомственной охраны должны быть готовы ко всему. Именно про данную категорию можно сказать, служба и опасна, и трудна. Скажите, а что дает служба в социальном плане? Вообще, что для человека нужно при выборе работы, службы? Это социальная защищенность, уверенность в завтрашнем дне, стабильность. Это все дает служба в Росгвардии. Это и денежное довольствие хорошее с дополнительными выплатами. Это ежегодный оплачиваемый отпуск, ежегодный оплачиваемый проезд для члена семьи и сотрудника. Это медицинское обеспечение. Также это ранний выход на пенсию. Ну а что бы вы пожелали своим коллегам в такой достаточно сложной работе? Коллегам я желаю процветания, достижения целей, побед. Пусть, главное, родные и близкие будут рядом и поддерживают. Скажите, это, может быть, среди наших телезрителей есть заинтересованные люди, да? Куда они могут обратиться для тех, кто заинтересовался службой? Кто заинтересован в службе, могут обратиться в наше управление вневедомственной охраны, в наши филиалы по всей республике, а также в управление Росгвардии по республике. Если говорить лично о вас, можете рассказать, как вы поступили на службу? Я в Росгвардии с самого начала застала переход из МВД в Росгвардию. И в этом году вместе с ведомством отмечаю 10 лет в составе. Поздравляю и вас тогда с юбилеем профессиональным. Спасибо вам большое за то, что вы посетили наш сегодняшний утренний эфир. И, конечно, желаем успехов. Благодарю. Спасибо. В продолжение нашего утреннего эфира к нам спешит стилист Дарья Габушева с советами по моде и стилю.
Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, и это наша с вами любимая рубрика «Рекомендации по стилю». Сегодня мы с вами поговорим о одном уникальном предмете гардероба, который есть у многих. Например, это жилет в национальной стилистике. Я точно знаю, что многие приобретают такой для празднования национального праздника, но потом он остается в гардеробе и ждет своего часа. Как его носить в ежедневной носке, сегодня мы поговорим об этом. Дальше еще один вариант. Здесь у нас сочетание синего и шоколадного оттенков. Такое сочетание одно из ведущих было в прошлом сезоне, и в следующем также оно будет приветствоваться. Атласные юбки многие любят, у многих они есть в гардеробе. И мне нравится сочетание синего и коричневого. Также здесь выбрана футболка, принт на которой такой а-ля роуз. И те, кто в курсе, это один из трендов будущего сезона. Все колоритное, интересное, с русской стилистикой. Это может быть и хохлома, и различная роспись, да, может быть роспись в эстетике гжель. Все это сейчас очень актуально. Его здесь немножечко видно. За счет этого у нас совсем меняется эстетика данного жилета. Если до этого мы его использовали как в кантри и этностилистике, то сейчас мы его используем больше в славянской такой истории. Здесь можно добавить, может быть, объемные какие-то серьги с цветами, да. Также хорошо сюда подойдут, может быть, какие-то винтажные истории. Сейчас продемонстрирую один из вариантов. Смотрите, у нас здесь такой вот серьги в такой винтажной эстетике с сочетанием золотого и синего. Они отлично перекликаются с нашим жилетом, с его деталями. Также можно их будет добавить здесь в образ. Вообще, на самом деле, когда мы с вами выбираем аксессуары, если вы сомневаетесь и не знаете, на что ориентироваться, пробуйте, например, экспериментируйте по пуговицам это может быть, да, по какому-то металлу, например, если превалирует белый металл, сочетаем с белым, желтый металл с желтым. Чувствуем, что, например, нужно более воздушные какие-то варианты, пробуйте шарфы, платки и так далее. Вообще сейчас этностилистика одна из самых ведущих. Кантри-стиль, да, это может быть бохо-стиль. Все это сейчас пользуется спросом. Поэтому, на мой взгляд, сейчас вся наша национальная одежда идеально будет вписываться в повседневные гардеробы. Уже многие во всем мире используют данный прием, и вам я тоже рекомендую. Носите вещи с пользой, покупайте их не только на один праздник в год и интегрируйте в свои гардеробы. Всем хорошей недели! Сейчас мы говорили об образе, но а как сделать так, чтобы создать уютную атмосферу в помещении? Это ведь настоящее искусство. Расставить акценты таким образом, чтобы, например, посетитель магазина чувствовал себя комфортно. Далее мы познакомим вас с такой творческой профессией, как декоратор. Доброе утро, меня зовут Горохова Валентина, и я дизайнер-декоратор. С детства я была творческим человеком. Мне всегда было важно, чтобы мое окружение, мое пространство, да, и атмосфера была красивым, интересным. Но осознанно я к этой профессии пришла более поздно, скажем, недавно начала работать. В 2021 году я окончила колледж технологии и дизайна. Сейчас называется колледж креативных индустрий Аяр Устар. Мое направление было декоративное прикладное искусство. До этого, до своей работы декоратором, я работала еще дизайнером, художником, а также ювелиром. С детства я была творческим человеком, и мне всегда было важно, чтобы мое окружение, моя атмосфера была красивым, интересным. В эту сферу я пришла неосознанно. Карты так сложились, что я стала декоратором. Мне понравилось, что я могу создавать настроение, эмоции через декорирование пространства. Я люблю свою работу за то, что можно создавать и творить, за свободу идей, а также наблюдать за конечным итогом. Мой рабочий день проходит так, что подбор концепции, создание проекта, переговоры с заказчиком, подбор материалов, а также создание эскиза. Я такой человек, который все от руки делает. То есть сама рисую, сама создаю на бумаге, потом уже иду в магазин, и уже на голове собирается такая картина. Например, вот эту декорацию я делала 2 дня. Каждая деталь, каждый
каждый кусочек ткани несет свою историю, свой смысл. Все сама подбирала и покупала. Например, эта подвеска называется «Сила рода». Задача декоратора не просто украсить, а внести в какой-нибудь свою историю, свой вклад, чтобы каждая деталь была особенной. Сложности в моей работе – это физическая нагрузка, короткие сроки. Иногда бывает то, что нужно создать большой, огромный такой проект, а также непредвиденные ситуации, уже когда начинаешь творить, что-то делать. Бывают разные нестандартные запросы от заказчиков. То есть, когда клиент задает такой интересный толчок, и тем самым уже получается красивая картина. В профессии декоратора важны качества, как, например, идейность, креативность, стрессоустойчивость, ответственность и, конечно же, умение слушать, понимать своего клиента. Я хочу посоветовать школьникам, студентам: не бойтесь начинать, искать себя, развивайте свою творческую натуру. Вот, например, я не сразу себя нашла, до этого работала в разных сферах, а теперь я работаю в своей любимой работе как декоратор. И вам тоже желаю найти свою любимую профессию. Сегодня в гостях у нас человек, который проверяет, который не только сам проверяет, но и его команда, как ведут себя автомобильные шины в наши якутские морозы. Его команда на полигоне в Кангалацах создает условия, чтобы шины мировых брендов и автомобили можно было испытать в условиях реальной экстремальной зимы. У нас в студии Иван Ноев, руководитель испытательного полигона Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще, как пришла идея создания такого полигона? Ну, сначала в далеком 2012 году известная мировая компания обратилась в наш университет с тем, что могли ли помочь, может ли помочь университет для тестовых испытаний автомобильных шин. И на это, конечно, наш университет, Северо-Восточный федеральный университет, обратилась к нам, автодорожный факультет, можем ли мы начинать работать с этими компаниями. И мы начали с 2012 года и до сих пор испытываем автомобильные шины, автомобили и транспортные системы. Ну, с такого маленького толчка такое уже огромное дело. Ну да. Да, скажите, вот что самое сложное в работе испытательного полигона? Ну, в целом, очень хорошо, что наши условия, да, как бы позволяют прямо вот на открытой местности, в условиях суровых морозов, да, испытывать те же шины, автомобили. Ну, вот, а какие вот сложности есть? Да, это, конечно, вот сейчас уникальные наши климатические условия позволяют нам подготавливать трассы. Это трековые, полигонные испытания, поэтому мы обязательно уже в начале зимы начинаем готовиться. Да, это подготовка трассы, накопление снега. Иногда же бывает, осенью у нас мало снега, но испытания могут начинаться и в декабре месяце, да, ноябре-декабре. Но обычно у нас сезон начинается, допустим, от ноября-декабря, подготовка трасс, и уже заканчивается в начале апреля. Самый ходовой месяц у нас февраль-март испытаний. А скажите, вот как набиралась команда? То есть это шло как-то поэтапно? Да, эта команда создавалась с самого начала на базе нашего автодорожного факультета. У нас дружный коллектив, и нам помогают и наши студенты, да, которые проходят практику, у которых специальная дисциплина по испытаниям машин, оборудования. Они заинтересованы, поэтому мы планомерно каждый год ведем подготовку, допустим, да, к нашим испытаниям. Поэтому здесь в основном мы надеемся на наших специалистов, инженеров. Да, у нас уже с 2012 года опыт накопился. У нас специалисты есть, которые уже на мировом уровне готовят наши уникальные трассы. А какая трасса самая суровая? Ну, можно сказать, самое суровое, это мы каждый год готовимся к испытаниям, когда заключаем контракты. Нам клиенты дают свои условия, да, какие трассы. Например, нынче, если заказывать на 800 метров, да, шириной 20 метров, на прямые испытания,
или на лабораторное дорожное испытание по криволинейной трассе ледовой. Да, это сложно, потому что готовить при наших условиях ледовые трассы, с одной стороны, как бы легко. Лед, мы почистили, допустим, да, покрытие, и на этом мы как бы закончили. Нет, это каждый раз у нас ведется же испытание лабораторно-дорожные на определенные, допустим, типоразмеры шин. Да, и в это время надо и подготовить трассы каждый раз. Вот, например, комплект испытали, и трасса должна быть готовая, новая. Поэтому мы даже самая сложность испытания подготовки состоит в том, что мы должны в это время подготовить лед абсолютно чистый. Мы же резиденты ТОР уже 2017 года, поэтому как бы нам и ТОР позволяет, нам рядом вода, газ и так далее, поэтому мы даже из артезианского колодца самые чистые воды поливаем. Наши клиенты проверяют, лед ли нормальный, там гладкий и так далее. Вот это есть сложность. Мы уже опытные, поэтому все это интервалы подготовки знаем. И каждый раз мы как бы должны подготовить наши трассы к новым испытаниям. Скажите, вот были ли какие-то неожиданные результаты в процессе тестирования? Вот, конечно, вот мировые бренды, они не зря же всегда приходят к нам, да, на мороз, естественный климат. Они, свои новинки испытывают, да, по контракту мы должны это соблюдать, поэтому новые уникальные испытания, которые производят, мы заранее готовимся. Ну, например, боевые качества шины, они проявляются в самые холода. Но потребители обычно самый холодный климат их как бы не интересует, этих фирм. Они минус 5, минус 10, минус 15. Но бывают клиенты, которые интересуют минус 40, минус 50. И мы тоже готовы к этим испытаниям, к этим вызовам. Когда начался сезон 2026 года? 26 года уже в январе китайский производитель обратился к нам испытать свои автомобили. Они уже вторую неделю испытывают у нас в Якутске, да, в окрестности Якутска, и на трассы общего пользования выходят по договору, и они испытывают свои новинки. Ну, новинки, которые уже горожане наверняка знают. По трассам они бегают, скоро будут как бы, да, уже продажи, я думаю, да, в течение года или как. Но самое интересное, что я узнал, один из тестов — это тест запуска холодного, да, то есть машина полностью промерзает, да, за ночь, и в минус 35 с утра запускается. То есть тоже они делают такой анализ. Да, ну, такие испытания мы раньше тоже испытывали, когда к нам приезжали АвтоВАЗ, наши известные производители, и тоже произвели холодный запуск. У них определенные цели, задачи были, температурный интервал. И на этот раз тоже вот наши китайские клиенты тоже придерживаются определенных правил, да, и у них цели и задачи ловить холод при таких запусках. Поэтому у них иногда получается, но в основном пока получается, когда вот за минус 40 тоже какие-то заминки есть, но они будут, я надеюсь, испытывать и в будущем, готовить автомобили и будут испытывать у нас. А вообще в целом, вот я думаю, что у вас есть, наверное, такая информация, есть ли аналоги подобные нашему испытательному полигону в Якутии с такими же условиями? Нет, в Якутии таких полигонов даже на северо-востоке нет, такими уникальными возможностями. У нас и инфраструктура определенная, да, при помощи университета, допустим, да, города мы определенную как бы структуру имеем, и мы же резиденты ТОР, поэтому у нас есть возможности по площади, трассы, и мы готовы на все вызовы, которые нам как бы предъявляют, обращаются наши клиенты. Поэтому к нам охотно и уже обращаются. Ну а самый интересный заказ, который был необычный, на какие испытания? Да, ну, испытания у нас как бы традиционные, да, каждый год уже 2019 года наш испытательный центр «Российские вершины» к нам стабильно приезжает в марте месяце, испытывает свои новинки, сравнительные испытания наравне с мировыми брендами. И я думаю, у них тоже как бы происходит какие-то усовершенствования своих шин. Это прежде всего должна быть безопасность для пользования автомобильных шин, да, для наших покупателей, для наших, допустим, да, автомобилистов. Поэтому наша цель, чтобы обеспечивать стабильность этих испытаний ежегодные. Ну и в завершении нашей беседы вкратце, какие планы, цели на будущее?
Ну, будущее у нас состоит, ну, нельзя сказать, что вот какие-то огромнейшие планы, но у нас есть мечта сделать, допустим, да, терминал для испытаний автомобильных шин, автомобилей. Значит, это расширение сезона нашего, да. У нас же как будто зима длинная, но все-таки вот для испытателей они должны быть более стабильными. Эта стабильность должна быть у нас, да, холода, и наши треки подготовлены. Желаем вам успехов в воплощении всех планов. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну а мы продолжаем. Искусственный интеллект сегодня умеет писать тексты, анализировать данные, но об этом мы поговорим буквально после выпуска новостей, который прямо сейчас будет на ваших экранах. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. На первом пленарном заседании весенней сессии Совета Федерации сенаторы заслушают доклад Рослесхоза о развитии лесного хозяйства. Сенаторы также планируют ратифицировать ряд международных соглашений с государствами Никарагуа, Мьянма, Джибути и Белоруссию. Кроме того, в повестке заседания внесение изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Документы касаются так называемых Минской 1993 года и Кишиневской 2022 года конвенции. Последняя – это расширенная версия Минской конвенции. Российская Федерация подписала оба протокола 13 мая в прошлом году. В Якутии по итогам 2025 года построено и модернизировано более 20 котельных. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Вячеслав Емельянов. По словам министра, реализация этих проектов стала возможной прежде всего за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, а также благодаря привлечению федеральных средств и внебюджетных источников финансирования. В этом году начинается строительство 4 котельных в Верхоянском, Хангаласском и Сталданском улусах и реконструкция сети тепловодоснабжения с протяженностью более 20 километров практически в половине муниципальных образований региона, что обеспечит надежность предоставления коммунальных услуг. Совершенствование социального обслуживания, реализация семейной и демографической политики и перспективные планы обсуждают социальные работники на республиканском семинаре. Сейчас в 19 домах-интернатах находится около 2000 человек, 238 граждан пожилого возраста проживают в приемных семьях, а работники республиканского центра в прошлом году выполнили около 1 миллиона соцуслуг по 14 направлениям. Это профессиональный уход на дому маломобильных граждан, помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и реализация нацпроекта «Активное долголетие». В этом году стоит задача внедрить новые технологии по предоставлению соцуслуг, в том числе реализация проекта «Добрый сосед». Наш семинар, он проходит в различных форматах, то есть все мероприятия имеют практическую значимость. Это и методические семинары, это круглые столы. Вчера у нас состоялась коллегия Министерства Республики. И завтра, например, у нас будет стратегическая сессия. Ну, что хочу сказать, что когда мы говорим о планах и перспективах, главным фундаментом всех изменений, конечно же, является фокус на человеке. И человекоориентированная политика, человекоцентричные подходы – это основа развития отрасли социальной сферы в целом. К открытиям через познание на базе детского лагеря «Сосновый Бор» открылась первая в республике профильная смена «Горизонты науки». Ее участниками стали 40 победителей и призеров 19-го форума молодых исполнителей и «Шаг в будущую профессию». В ходе смены участники получат консультации от преподавателей университетов и кандидатов наук, смогут расширить свой круг общения, единомышленники и впоследствии создать общий проект. Особое внимание уделят развитию навыков проектной деятельности и научного мышления. Всего их будет ждать 5 насыщенных дней пребывания в лагере, итогом которых станет опыт для развития существующих и создания новых исследовательских проектов. Для ребят, на самом деле, участие в форуме «Шаг в будущую профессию» не завершилось. То есть за это время, с декабря месяца, они уже были внесены нашим Институтом развития профессионального образования в государственный информационный ресурс. То есть они уже отмечены как выдающиеся молодые люди нашей страны с возможностью дальше пользоваться этими баллами. И плюс они у нас весной, по традиции, так же, как и школьники, будут выезжать на всероссийские конференции в Москву, Санкт-Петербург, другие города. Поэтому для них это будет возможность лучше подготовиться к своим докладам.
На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну, как ты правильно, Руслан, сказал, вообще очень интересно, что чат GPT сейчас может и диссертацию за тебя, в принципе, написать, но вот эта грань между помощью студентам, абитуриентам и реально защитой авторского права, то есть должны быть ссылки, должен быть авторский текст, где она проходит, узнаем прямо сейчас в сюжете Даяны Федоровой. Искусственный интеллект стремительно развивается и все активнее используется в образовании. Студент 4-го курса СВФУ Владимир Феоктистов готовится к написанию дипломной работы. В помощь ему научные статьи, цифровые инструменты, в том числе технологии искусственного интеллекта. Использую для редактирования текста, для поиска информации и чтобы удостовериться, что это верная информация. Реально ли написать через искусственный интеллект диплом? Ну, мне кажется, нет, нельзя, потому что проверяют антиплагиат. В вузах усиливают контроль в системе антиплагиат. В октябре прошлого года появилась функция выявления работ, написанных с применением ИИ. Здесь конкретно видно, на каких страницах есть искусственно сгенерированный фрагмент. И доля процента, и она будет обозначена, выделяться розовым цветом. Преподавателю в этом случае нужно рассмотреть и нужно обязательно ему проанализировать вот эти страницы. Вместе с этим в университете обучают программированию и разработке систем ИИ. Будущие специалисты изучают, как создать саму нейросеть. Однако использовать ее для написания дипломной работы запрещено. Года 3 назад у нас, когда студенты писали дипломную работу с помощью искусственного интеллекта, мы их даже не выпускали. Конечно же, студенты тоже могут использовать их в обучении, пишут коды с помощью искусственного интеллекта, решают сложные математические задачи, но при этом все равно искусственный интеллект может ошибаться. Нейросеть может стать полезным помощником в обучении, но в вопросах итоговой аттестации главное остается самостоятельная работа. Ведь именно знания, а не алгоритмы определяют будущего профессионала. Даяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. Ну а сегодня четверг, 29 января, а это значит, что уже можно прямо сейчас делать планы на выходные. Если вы любитель кино, то мы спешим вам подсказать, какие премьеры состоятся в кинотеатрах на этой неделе. Космические агентства, отслеживающие фрагмент кометы, прогнозируют всемирную катастрофу. Бункер в Гренландии — единственный шанс на выживание. Бегите, бегите, бегите! Послушай меня. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Говорят, это новая реальность, новая норма. За тех, кого мы потеряли. За тех, кого мы потеряли. Любителей постапокалиптического жанра в этом году сразу встречает заметная новинка. История с Джерардом Батлером в главной роли. «Гренландия 2. Миграция». Слишком опасно. Внимание! К северу от вас радиационная буря. Откройте дверь! Откройте! Наше положение все хуже и хуже. С момента выхода первой части прошло несколько лет, и за это время интерес к истории не угас. Новое продолжение логично развивает и одновременно завершает сюжетную линию, начатую 5 лет назад. Фильм возвращает зрителей в знакомый мир глобальной катастрофы, расширяя его масштабы и углубляя драматическую составляющую. Тем самым ставя официальную точку в истории, которая началась в первой части. Продолжение начинается с короткой сцены, демонстрирующей то, что произошло с планетой после катастрофы. На первый взгляд кажется, что все относительно благополучно. Люди выжили, бункеры функционируют, убежища выполняют свое предназначение. Однако изначально предполагалось, что находиться под землей придется всего 2 года, пока условия на поверхности не станут пригодными для жизни. На практике же все складывается иначе. Герои проводят в изоляции целых 5 лет, и именно с этого момента в повествовании начинает появляться ощущение полного абсурда, которое задает дальнейший тон развитию сюжета. Я буду защищать вас обоих до самого конца. Говорят, каждый может быть героем, кем бы ты ни был. А когда думаешь, что это конец, на самом деле это только начало.
Всероссийская премьера анимационных приключений пса-супергероя Чарли Чудо-пес. Знакомься с Чарли. Теперь он член нашей семьи. Чарли, голос! Чарли! Ты вернулся! Я думал, что потерял тебя. Никогда больше так не сбегай. Обещаешь? Конечно, обещаю. Я и сам испугался. Чарли, ты говоришь? Что? Когда? Правда? Дружелюбный пес по кличке Чарли получает настоящие суперспособности после похищения инопланетянами. С этого момента он самый знаменитый и самый пушистый супергерой на свете. Его обожают все, кроме Пудинга, коварного кота, который тоже обрел способности, но вовсе не собирается использовать их во благо. Когда судьба человечества висит на волоске, Чарли и его юный хозяин должны сделать все возможное, чтобы остановить кошачьего суперзлодея и защитить мир. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Чарли Чудо-пес. Всем доброго утра, еще раз хорошего настроения. Начинайте каждое утро вместе с нами. И увидимся с вами снова в это же время на наших телеканалах. До новых встреч!